rozdał na jałmużnę całą majętność moją. A miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał, bo tak powiedział mi Pan, bo tak powiedział mi Pan, bo tak powiedział mi Pan, bo tak powiedział mi Pan. Радіо Марія. Слухай, познавай, живи з Богом. Пахваляны Єсус Христос, паважаныя радыёслухачы. Я кожную сераду сустракаемся з вами і з ксяндзом Александром Фаміных. Ён прыходзіць да нас у госці і ў прамым эфіры для нас расказвае катэхезу. І сёння будзем працягваць наш цыкл пра абмежаванне, ўжо 4-я частка. І на пачатку хацелось бы нагадаць нумары нашыя у прамы эфір, па якіх вы можете тэлефанаваць і задаваць пытанне адносна вось гэтай тэмы, што вас турбуе, што вам незразумела, і ксёндз Александр зможа адказаць на вашыя пытанні. Нумар Велком плюс 375 44 513 73 97. МТС плюс 375 33 673 09 73. І гарадскія нумары 8017 399 17 21, 8017 364 69 64. Таксама ёсць магчымасць тэлефанаваць у Skype, гэта наш аккаунт Радіо Марія Бай, і Viber, гэта нумар Велком. Будем ўжо распачынаць нашу катэхезу. Пахвалены Єсус Христос. На векі вечныя амон, цешуся, што могу зноў тут быць. Штосьці сказаць о сваё дасведчанне, таксама то, што нам прапануе навука касцёла, асабліва катэхізм касцёла каталіцкага, то, што напісана ў Святом Пісанні. Ось карыстаюся гэтымі рэчамі, катэхізмам і Святым Пісаннем. Ведаеце, такой тыповы настаўнік, які сам не сваё не вымышляе, толькі бярэ то, што ведае, і пераказвае іншым. А перед тым, як мы распачнем гэтую канферэнцыю наступную, сёння будем размаўляць з вами аб знаках і абрадах намашчэння, вось бежмаванне, намашчэння, мірапамазанне, намашчэнне мірам, і што эти знакі і абрады значаць у таком сэнсе духовным. Помолимся до Духа Святого, попросим Отца Духа Святого, каб сапраўды тое, што мы атрымалі, каб эту моц, хтосьці там задаката такую печатку атрымаў падчас Святого Хросту, хтосьці меў сакрамент бежмавання, каб сапраўды Дух Святой дзейнічаў, каб ён больш і больш здзяйсняў у нас святасць. Об этом таксама будет одна канферэнцыя, можа наступная. Ось таксама каб мы больше и больше приходили до святости, потому что это покликание каждого из нас. И это воля Божья, так написано в Святом Писании, чтобы мы были святыми. Отец Небесный, просим Тебя во имя Твоего Сына Иисуса Христа, возбуди нас этого Духа Святого, пошли снов, Ты изливаешь и выливаешь на нас, пошли Духа Святого, как мы могли зразуметь то, что Ты хочешь нам сказать про свое слово, про науку костёла, про деяния сакраментов, которые Ты сам уделяешь в Иисусе Христе. Приди, просим Тебя, Дух Святый, своей эмоцией, своей силой, своим разумением, приди со своими дарами, со своими плодами, яких так чекаем и які нам так потрібні. А Тебе, Марія, та, яка з'являєшся повною Духа Святого, яка зачала Духа Святого і так само підтримувала апостолів під час, коли вони чекали на спасання Духа Святого. Просимо молитву, просимо Твоє заступництво. Вручаємо Тобі справу Радіо Марії, яка з'являється справой Божией, якую доручил Тебе Отец Небесный, Твой Сын,
Вітай, Марія, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж жанчинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А прошлым разом мы с вами размовляли об установлении этого сакраменту. Ведаем, что мы вельми часто кажем во ім'я Отця і Сина і Духа Святого, но вельми часто чоловік, коли навіть молиться і робить знак крижа, він не дає собі, скажем, справоздання, то, що з ким з'являється Дух Святий. Да? І вже на початку діяв створення, Дух Божий, він луняв над водами, і пророки вже казали, що пророки так само заповідали гэтага Духа Святого, і пророк Ізахіель, і пророк Ісаія, яким ми розмовляли, якого у 4 розділі Святого Луки, Євангелія повідомлення Святого Луки, книгу читав Пан Єсус і казав, що Дух Пана надо мною, Він намастив мене. І так само пророк Софонія, перебіжає пророки із Іоїль, из Софонія вчора було читання на Буцлаві, радости, так само радость, это радуйся, дочка Сиона, можно так само сказать, что радость это Духа Святого. Человек мог радоваться, или про Иоиль так само предвещал, и о том, что святой Петр после послания Духа Святого казал. И Пан Єсус вельми шмат разов казал об Духе Святом. И сам он казал, я уже повторяю, что в 4 разделе Евангелия поводле Святого Луки, когда он приходит в Назарет, берет книгу пророка Исаии, разгортывая ее и читает там Дух Пана надо мной, он послал, намастил меня и послал мне обвещать. Да, там, ось. Иисус Христос має повний Духа Святого, Иисус Христос має, и Он уделяет нам, Он может делиться нам с этим Духом Святым. Так само Він вельми шмат разов, ти казав об Духе Святому, в 11 розділі, коли він казав, з Євангелія поводле Святого Луки, коли він казав о молитві, то він казав, такі речі сказав, що просите, отримаєте, да, шукайте і знайдете, стукайте і буде вам дадено. Який з вас отець, коли його син просить хліб, дасть йому камінь, да, там коли він просить яйка, дасть йому скорпіона. І потім він сказав, що тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тему, кого його просять. І в Євангелії поводле Святого Яна, это в 3 разделе народження Духа Святого, что и Дух, скажем, ось дійничає, де хоче, що не мірою дає Пан Духа Святого. І в інших місцях 7:37-39, він каже там, що хто прагне, нехай прийде до мене і п'є, і хто вірить у мене, у того из черева потекут воды живой воды, да, я вам казал об этом Духу, 14, 15 и 16 разделы Святого Яна, уже мы там казали с вами, что Пан Иисус скажет, что Дух Святый научит нас, что Он утешит нас, что Он будет утешальником, что Он наставит нас. И это здійснилося подчас Пятидесятницы, и после Пятидесятницы мы так само уже казали, что апостолы, коли Филипп, диакон, обещал Евангелие в Самарии, и апостолы пошли в 8 разделе, там, где апостолы, то Ян и Петр склали руки на тих, які були охрещені, і вони отримали Духа Святого. Святой Павел охрестив в Ефезі, і так само склав руки, розпочали не розмовляти з іншими мовами. А так и так здійснилося, да, и то, что здійснилося раніше, но зараз так само дійничає. Дух Святой не змінився, Пан Бог не змінився, і ми вельми часто чоловік не вірить в то, що Дух Святой сьогодні так само дійничає, що є дари, які Він приносить, да, що є харизмати, об яких ми так само постараємося порозмовляти, що
Дух Святой не змянился, да, што Дух Святой сёння дзейнічае в касцёле таксама. І вельмі святой Павел, Ян Павел II называл это деяние Духа Святого весной костёла. Появляются разные рухи в костёле, и харизматичный рух одного Духа Святым, и рух світлого життя, наприклад, якого належить неокатохаміна, да інші, Легіон Марії, шмат рухов з'являється в костюлі, які сапраўды покликані Духом Святим, це і весна костюла, і нова евангелізація, нові речі, відаєте, їх нові речі, інтернет-портал у нас есть Католик Бай, и Радио Мария зараз появилась, так, радио уже давно, але вот з'явилося на Беларусі, на вот такі сучасні речі, як трансляція, да, я гляжу, на мене камера глядить, така вока камери, трансляція, це сучасні речі, і так само це діяння, да, пан закликає праз своїх слугов, праз напесников апостола Петра, праз римских папов в этом закликає і використовувати сродки, нової евангелізації, да, це діяння Духа Святого. І треба нам жити в Духі Святому. Треба попросту, чоловік повинен жити, да, і в этом, то, що він отримав, ми повинні використовувати ту дійсну ласку, яку я вже казав, що можемо бути і розмовляти об этом, що так само будемо сьогодні розмовляти в тих символах і знаках. І знаки і обряди, які я хотів поговорити, вони так само мають такі корені в старому заповіті. Да? В першу чергу, этот обряд, этого сакраменту, ось, такое, треба прийняти під увагу, это намощение, скажем, я уже казал, обозначает такую печатку, да, духовную печатку, что у нас человек вот подчас этого сакраменту отрымливает такой характер, як называемый характер, печатку, не змывальную, не знищальную, ось, особную такую, и такие печатки отрымливаются в інших сакраментах, да, наприклад, мы уже казали с вами о сакраменте хросту, человек так само отрымливает эту печатку, характер, який ані змоєш, ані здрапиш, нічим. А хоть бы там человек миллион раз сказал, что он не христианин, але эта печатка застається. Человек, часами ведаем, что вельми шмата хрещених, они не ходят никуда, или ни в костел, ни в церкву, коли мне кажуть, що а мой пуш православний, так, вельми часто розмовляю, наприклад, для чого ви, вельми є люди, які не мають сакраменту шлюбу, да, и размовляют, мой муж православный, или ходит он в церкву, не, молится, не, читает Святое Писание, не, и что там, як он просто православный, да, формальный. Прошлым разом казав, що формалізм, не збавляє. Так само вельми шмат католиков есть, які они в костел не ходят, или там развод, может быть, прийде там эти там освятить, что ли, ці 2 рази в году, так, ці, як я вже казав, отець Франтишек, наш засновальник нашого руху, слуга Божий, отець Франтишек Бляхницький, он написал такую книгу «Симпатии христиане». Он каже, что людей знаходяться 5 раз в костюлі, да, коли його похрестять, потім перша комунія, потім біжмивання, сакрамент біжмивання, да, шлюб і потім поховання. І так є таке християнство. І Бог хоче, щоб ми були справжніми християнами, да, і просто ті знаки, що навіть ті знаки в старому заповіті, це намощення, вельми моцно так ілюстровується в старому заповіті. Бог выбирал себе таких людей, каких он намощал сам. И нават это не заклик, ці там покликання наше там до святости, это не только покликання, не только в новом заповіті. Пан Бог, скажем, про Ісуса Христа розвиває эту тему, и Пан Ісус вельми моцно так само натискає на это. Да? Святость – это основа, то, что есть в христианстве, але это все приходит со старого заповіту. То есть со старого заповіту і покликання до святості, покликання життя з Богом. Да. Пан Бог закликає від початку, як він
створив чоловіка, состворив Адама і Єву, кожного із нас. І він тоді вже, в той час, чоловік був вже покликаний до цього життя з Паном Богом. Да? І потім, коли чоловік відійшов від Пана Бога, і Бог звертається знову до чоловіка про різні знаки, про пророків, він просто в псалмах звертається. Чоловік вернувся до цієї святості, да? І ось намощення, це воно вельми важне, да? І намощення у біблійному сенсі, воно вельми такий вельми стародавній символ, і воно означає таке багаття, да? І має таке шматлікое значення. Сам олей, он является таким символом изобилия, символом только просто такой, ну, богатства, да, и радости. Ось. Поглядим у книги Другозакония, что это пишет нам книга Другозакония, 11 раздел, 14 верш. «И дам траву на поле твое для скота твоего, и будешь есть...» Так, что там? 14. Переписаю. «И тогда дам земле вашей дождь во свое время, раннее и позднее, и соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой». Да, это такое богатие, что-то я переписаю, там уже ниже 15 прочитал. «И дам земле вашей дождь, и в свое время ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой». Видите, да, трава – это, ну, для корма живёли, да, хлеб нам повинен, да, быть, хлеб он, это подтримка нашего життя, ну, и елей, да, что елей твой, да, тут олей, он, ну, так само свідчить. А тут, скажем, а то таке там багаті такому, да, і далей ось радості. І в 23-м псалмі, ну, ведаем вот этот псалом «Пан пастырь мой», ось Пан каже так про псалмиста: «Ты приготовил передо мной трапезу в виду врагов моих и умастил елеем голову мою, чаша моя переполнена». Да, келих мой переполненный, то есть символизует такую радость, да, то, что Бог есть с человеком завсёды, что Он дає, Он клопотится о человеке, да, что намощает эту голову олеем. Ось, то есть благоденствие такое, да, достаток. Ось, и так само в 104-м псалме, 104-й псалом, 15-й верш, есть такие слова: «И вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека». Да? Блистает лицо и хлеб. Ось, ну, в вине так само пишет, але святой Павел там потом пишет, что не упивайтесь вином, для об него будет распутство, наполняйтесь Духом Святым, и такого бывает, да, Бог Дух Святой наполняет. Ось. И тут знову такие справы, и елеем очищает, да, им намощали после того, как человек купался, как человек умылся, им намощали, он смягчал скуру человека, и когда там, может, такие невеличкие ранки были, то он так само затягивал их, эти ранки, и ось он придавал такую гибкость, им натирали атлетов и борцов. Атлеты на олимпийских гульнях, они так поглядим в эти старые образы грецкие, где там бегают это атлеты, они бачно, то, что они такие, ну, вот в этих на старых образах они бачно, да, они что, они, это телу придавало там, скажем, пластичность такую, и борцы, они коли боролись, но там попросту тело само было такое, оно не схопить, но было такое гладкое. И он является так само знаком выздоровления, да, потому что он
змягчае ушибы і раны. Ось Ісая, пророк Ісая в першому розділі, в 6 вірші, так он пише, я зараз знайду это. Ось Ісая, перший розділ, 6 вірш. От подошвы вы, ноги мои, до темени головы, нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся, раны, неочищенные и обрезание, и не смягчением аллеем, да, и не смягчение аллеем. То не было человека, який грошит. Ось он, святой пророк Исаия, роль пророка была такая, как закликать человека до навертания, да, и не было грошить, чтобы человек не было оздоровления, да, как человек, грешный человек. Ось. Ранее еще пишет человек, да, и вы, грешный народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа и презрели святого Израилева, повернулись назад. Вот что, во что вас бить еще, продолжаете свое упорство. Все голова в язвах ваших, и сердце иссохло. И от подошвы ноги в темени головы нет у него здорового места, пятна гноящиеся, раны неочищенные, и не обрезание, и не смягчение елеем. Ну, видите, то есть Святое Писание нам каже, что человек, коли согрешает, да, оздоровление, вот, не хвороба, то что олей был таким оздоровлением. И коли мы себе узгадаем приповесть о добром самарянине, то человека, якого избил, это 10:34 Лука, по Евангелії поводле Луки, якого избили розбойники, там збили його злодеї якийсь там, самарянин, який знайшов його, і він намастив його, навістив вином і олеєм, да, вино було такий антисептик, і олей так само, намастив його олеєм, і він ось для оздоровлення так само олеєм придає такое захотение, блеск, такой пригожості, здоров'я і сили. І тут так само треба поглядеть духовно, да, на эту справу. Коли ми отримуємо сакрамент біжмування, то Дух Святий нам дає таке духовне здоров'я. Ми повинні зіхотіти цією святостю. Да. Ми повинні зіхотіти, скажімо, тим, що Бог нам дав. І моц, і тут так само Бог нам дає моц. Моц Божию. Дух Святий это моц Божия, да. Не надаремно пан Єсус своїм апостолам каже, в Деях апостолов 1:8, когда сойдет на вас Дух Святой и получите его силу, да, отримаете егоную моц, пан Єсус каже, да, будете мне свідками. Коли на вас сойде Дух Святой, отримаете егоную моц. Ось. И тут этот знак Илеи, он знак не только радости, здоровья, да, там, силы, гибкости там, и пластики, але так само является знаком моцы. И это просто символичное значение намащения Илеем мы знаходим у таїнственному таким житті. Та, ось як такое, скажем, сапраўды это жыццё прыбывае. Поглядзіце, ёсць зараз это не выкарыстоўваецца, але не выкарыстоўваецца не часта. Мы уже казалі, размаўлялі аб гэтым, і калі хрэсцяць дарослага чалавека, ёсць падрыхтоўка, павінна быць падрыхтоўка, то ёсць такое намашчэнне алеем катехуменаў, да? Яно азначае ачышчэнне, умацаванне. Ось намашчэнне хворых, якім будзем размаўляць з вами, таксама яно сімвалізуе такое пацішэнне і умацненне, а нават оздоровление. Сакрамент біжбавання, сакрамент намашчэння хворых, это не апошні сакрамент, да, потому что будем размаўляць, але тут намашчэнне, да, тут само слово намашчэнне, символ намашчэння, значение намашчэння,
І так само у намашчэнні тут падчас сакраменту безмывання намашчэнне хрызмам, да, то вось ад пачатку мы это намашчэнне атрымліваем падчас святого хросту хрызмам, да, ну як бы тоже такой сімвалізуе Духа Святого. Падчас бежмавання і таксама падчас святарскіх пасведчанняў. Это знак такого отдания, знак посвящения по Богу, знак отдания Пану Богу, да, что мы отданные Пану Богу, что мы належим до Пана Бога. И праз бежмавання христиане становятся яны становятся намашчонымі, і яны з'яўляюцца намашчонымі памазаннікамі, да, не належаць да Христа. І яны в большым стопню не удзельнічаюць у місіі Езуса Христа, у паўнаце Духа Святого. І ось это такое, зноў я повторяю, и буду повторять, только заклик так, удзельнічаць. Мы všepлены, як бы злучаны з Езусом Христом, не як бы, только злучаны з Езусом Христом у сакраменте хросту. Да, мы як становимся живыми каменями, мы размаўлялі в этом, а намашчэнне падчас Духом Святым, падчас, калі мы атрымліваем сакрамент бежмавання, то яно нам дае місію. Нам дае місію вось такую, як бы, што мы злучаны, да, злучаны з Езусом Христом. И полный Духа Святого. Он сам полный Духа Святого, как у своем житті попросту было такое, и мы так само, мы намашченные Духом Святым, каб ад нас заходзіл такі хрысціянскі водар. Не надарэмна, калі ёсць святая імша хрызма, то алей, вось алей, які хрызму, алей хрызму, его освячают, вось, і біскуп, і там святары таксама выцягваюць руки, біскуп освячае, его змешваюць з таким бальзамом, якой, скажем, мае такой вельмі прыемны водар. І этот водар, он павінен быць у нас, такі водар духовный, да, не такі, не каб смердела ад нас невядома чым, столькі водар духовный, мы павінны быць таким водаром Езуса Христа. И об этом святой Павел пишет у другим листе до Коринфянам, да, что мы повинны таким быть сапраўды водаром Христа. Я прочитаю вам, это другий лист до Коринфянам 2:15. Святой Павел пишет так: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо вы, Христово благоухание Богу, спасаемых и погибающих». Мы повинны быть таким водаром, да, мы повинны быть водаром Езуса Христа. Менавіта намашчэнне алеем, оно сімвалізуе гэта, да. Знову повторяю, што калі змешваюць алей, то дадаюць у яго такі бальзам, які вельмі прыемна, мае прыемны запах. І это намашчэнне, яно так у того человека, який принимает намашчэнне падчас сакраменту, принимает конфирмацию, умацнение, мы уже сказали, что там конфирмара, это намашчение, то и он получает такие знаки, он получает такую печатку Духа Святого, и он становится таким символом, да, и эта печатка является таким символом особы.
символ, який ми відпечатані і злучаємося з Ісусом Христом. Ось, і з'являється знаком авторитета, її, скажімо, і ми оволодаємо її кречею. І колись там в римській армії кожний воїн мав такий, якби, скажімо, знак такий, клеймо, да, належність до якогось легіона, там, тому що він був, просто належав до якоїсь одинки військової. Да, і так само мы тут отрымливаем, не клеймо, а только знак такой належности, что мы становимся воинами Христа, то, что мы становимся рыцарями Христа, да, вот, приналежности. Справа рыцаря, да, справа это оборона, да, справа рыцаря это оборона іншого слабого, да, кажуть, что соправдный рыцарь. Соправдный рыцарь, он, когда обороняет, этот титул не давали просто так, да, его здобывали, ось. І тому чоловік становиться таким, повинен бути жалнером, таким воїном, жалнером Ісуса Христа, маючи цю печатку, маючи це, скажімо, маючи це намощення. Ось, і так само мали так печатку, то клеймо там були, мали раби, ми вельми часто на мові російській раб Божий такой, да, ось там тільки ми становимося справді свободними, да, і маємо такого, відаємо, що ми маємо Господара, нашого Пана, Ісуса Христа, Пана Бога, перед яким преклоняємося, да, і Дух Святой нам допомагає в этом поклонении, в этой, скажем, в этом отдании, в этом разумении этой величи Бога, то, что Он является соправді таким великим, что мы не можем зрозуміти, але з допомогою Духа Святого ми можемо соправді, скажем, это ось соправді, якби наближатися до этого, наближатися і розуміти це, да, ось. Печатка, ми ведаємо, що коли паперу якусь напишуть, там, наприклад, і нема печатки, то що там, то печатка ніякого значення не має, так, да, повинна бути печатка. І тоді тільки має, скажімо, папір має значення, ці вартості якоїсь, коли є, скажімо, на ній печать. Ось ми так само маємо вартість, менавіта, і ця вартість такої правної вона має, так, да, бо просто чоловік має, коли має якийсь документ, печатку, він має правну вартість. Ми так само, тут в этом сакраменті ми отримуємо печатку і маємо таку, якби, скажімо, правне, да, ми заключили мы заповед с Паном Богом подчас хрустали, тут еще подтверждаем такой этот заповед, да, подтверждается тут заповед и вот такой, как бы, скажем, соправность этого документа. И, ось, так само печатка гарантует его, так скажем, секретность, что секретность этого документа, да. Пан Бог, скажем, он опечатывает нашу душу, и он эту душу заховывает, да, Дух Святый заховывает нашу душу, да, там, скажем, у чистині в этой секретности, да, там, скажем, и ось человек, справді, коли ми відкриваємося на діянні Духа Святого, то ми вельми шмат отрымливаем. Пан Бог, Пан Єсус сам каже, що він відзначений печаткою свого Отця, да, так і ми відзначені християне, на ті належить Христа, то ми відзначені так само печаткою Ісуса Христа. Ось тут другое послание до Коринфянам, перепрошую, Святой Павел пишет так: утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог,
который и запечатал нас, и дал Духа в сердца наши. Это другий лист до Коринтянам, 1 розділ 21 и 22. Ось. Так само в листе до Ефесцев это подобное написано, 1 розділ 13 и 4 розділ 30. То не засмучайте Духа Святого, яким ви опечатані, яку печатку отримали ви. Ось. Означає эта печатка тое, што мы цалкам належым да Ісуса Христа, да, то, што мы ягоны, то, што Ён наш Пан, то, што Ён твой Пан, асабісты Пан. Это не значит, что человек становится, рабом таким, да, что он становится невольником. Бог человеку дал свободную волю, и человек сапраўды свободным может быть только в Боге, только в Нем, только с Ним разом. Я ведаю это, что я уже казал свое сведчение, что я не выховывался в семье верующей, а люди там думают, что святары от самого початку, от самой люльки, да, они там 10, там, по-разному Бог кличе святаров, кожного в свой способ. Я не выховывался не в неверующей семье или так, но навернулся, Пан Бог покликал меня, знайшов меня. И ось, и он, скажем, дал такое зразумение, что Иисус Христос, коли я належу до Его, коли я сапраўды цалкам з Ним злучаюся, то я становлюся сапраўды вольным. Вольность – это не то, что человек вельми часто думает, что мы вольными и свободными можем быть только коли мы все хотим, что мы хотим робить и робим то, что мы хотим. Да? Это такая, скажем, неправедливое якось там разумение свободы и вольности. Да? Это вольность, это перед усім человек, коли может принять решение, что я не делаю это тому, что там, например, что хочу, это не хочу, только я не делаю тому, что это дрянно, да, тому, что это не принесет мне корысти не из-за страха, там, а из-за того, что сапраўды есть выбор, да, это когда человек живет в таких категориях нельга, можно ці нельга, ось, то человек просто раб, да, и когда человек живет в таких категориях хочу, я хочу, ці не хочу это робить, но это такой это выбор вольного. И менавіта Христос до этого закликает, да, Христос сам, и его никто не примушал, он сам пришел и отдал свое життя за человека, да, и так само он, когда человек належит до Христа, и он имеет право выбора. Выбор то, что и этот выбор нам допомагає робити Дух Святий. Менавіта это такой знак намашення, и он аккурат это в этом и проявляется, да. Ось. И служение ему, это назавсёды, так как мы злучені были назавсёды. Также ось. И это обещание этой обороны Божией, я уже казал, что это по секретности Дух Святый нас обороняет. Вы ведаеце, я вельмі часта чую такія словы, калі размаўляю з людзьмі, вось мне хтосьці там прывабіл, мне там зглазіл, не ведаю по-беларускі, мне хтосьці там зглазіл, якісь там порчу на мяне навёл, і так далее, и так далее, и так далее. Да, там, ёсць толькі адзін адказ. Я кажу, слухайте, не то, что я там добрый такой, я там, или там, я там моцный такой, я ведаю, что Пан Бог меня обороняет, Пан Иисус меня обороняет, да, то есть этих разных речей, менавіта Дух Святой. Коли мы живем в Духу Святом, коли мы не ходим этими дорогами, шляхами такими дрянными, да, там, шляхами безбожными, то ничего нам не зашкодит. Нічого нам не зашкодить, да, потому что мы знаходимся под обороной Бога, под обороной Божией, як ось мы дети Божии. И тому не треба бояться, не треба полохаться, треба быть, конечно, треба быть, скажем, чуйным, да, осторожным, но не влазить там, я не боюсь, там это влезу там 10 там, да, неведомо где там. Але не треба бояться, и менавіта Дух Святой чинит так, что как мы не боялись, да, он забирает этот страх. И ось и менавіта Дух Святый, он дает такой знак этого помазания, да, намашчения,
дае такую, скажем, упэўненасць эсхаталагічную, калі мы застаемся, тут барацьба такая есть, или калі мы эту барацьбу, скажем, в этой барацьбе переможем, то мы будем в небе. Ну, ось на сегодня хіба это и все. Наступным разом поразмовляем с вами о святости, да, Дух Святой и святость, но это такая основная тема. Так само это то, что это заявляется знаком, а потом наступные катехезы уже будем размовлять с вами о таких конкретных дарах, то, что нам дает Дух Святой дары, і як ми їх можемо використовувати. Дякуємо за увагу, дякую Радіо Марія, супрацовникам Радіо Марії, дякую Пану Богу, то, що мог би тут бути. Хвала Христу. Хвала навіки. Радіо Марія. Слухай, познавай, живі з Богом.